Презентацию, пожалуйста. Во-первых, позвольте мне тоже поприветствовать епископа Владикавказского и Аланского, дорогого и Герасима. Я говорю дорогого, потому что мы вместе учились 8 лет в стенах Московской Духовной Академии. Вместе 4 года жили в одном общежитии академическом. Поэтому Многие из вас не знают, но владыка занимался миссионерством в Японии. Потом я уехал в Грецию. Как-то наши пути по разным направлениям ушли, но через 21 год мы встретились здесь. Также позвольте от лица христианской паствы Абхазии поприветствовать всех наших братьев Алан с таким очень важным событием 1100 лет крещения Алани. И, наконец, от лица Абхазского научного сообщества, которое занимается медиевистикой, средними веками, я представлю сегодняшний свой доклад. Доклад называется «Письма Константинопольского патриарха святого Николая Мистика абхазским царям и христианизация Алан». Следующий слайд, пожалуйста. В самом начале ознакомлю кратко с тем, кто был этот человек, который сыграл такую ключевую, важную роль в христианизации Алан. Святой Николай, первый мистик, патриарх Константинопольский, родился в 852 году, принял монашеский постриг в монастыре святого Трифона в Халкидоне, стал тайным секретарем, отсюда его прозвище «Мистик», византийского императора Леона, как говорят на греческом языке, или как на русском, Льва VI Мудрого. Дважды восходил на кафедру Константинопольской церкви. Из-за конфликта с вышеназванным византийским императором в 907 году был удален с патриаршей кафедры и отправлен в заточение в монастырь. Далее этот император, почему он отправлен был? Потому что он требовал одобрения, благословения церкви своего 4-го брака. Я к этой теме кратко еще вернусь. Святой Николай Мистик был регентом при малолетнем императоре Константине VII Порфирогенете, или, говоря на русском славянском, Багрянародном. Пристался в 925 году в Константинополе, причислен в Вселенской патриархии к лику святых. К сожалению, этот фрагмент его жизни очень часто опускается. Очень много публикаций в церковной среде, в светской среде. Мы всегда говорим Николай Мистик или по-константинопольски патриарх Николай Мистик, но на самом деле существует дата празднования. Он причислен к лику святых. Память совершается 16 мая, 29 мая по так называемому старому церковному стилю. Святой Николай Мистик является автором 163 писем и других сочинений. Следующий слайд, пожалуйста. С вашего позволения я чуть-чуть разверну, потому что если отвернусь, микрофон не будет работать. Следующий слайд, пожалуйста. По поводу мистика. Это название одного из высочайших чинов Константинопольского императорского двора. Мистик был тайным секретарем, нотариусом византийского императора и занимался его личной перепиской. Эта должность появилась во второй половине IX века и просуществовала до конца Византийской империи. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь как раз вы видите изображение, малоязычное изображение того самого императора Льва VI или Леона VI Мудрого, который припал к ногам Христа. Поразительная история. Патриарх Николай Мистик был абсолютно прав, то есть он не мог позволить с точки зрения церковных канонов 4-й брак. С другой стороны, вполне понятно устремление самого императора, потому что первые 3 жены не дали наследника, и он требовал 4-го брака. Независимо от этих всех перипетий, которые могут осуждаться с разных сторон, но от этого брака мы имеем. Родился будущий император Константин VII Багрянародный, который один из лучших императоров, кстати сказать, который нам оставил потрясающие сочинения о фемах, об управлении империей,
о церемониях византийского двора. Так что исключения должны быть в жизни всегда, и плодом этих исключений могут быть великие личности. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь относительно писем. Значит, собрание писем Константинопольского патриарха святого Николая Мистика, согласно их последнему критическому изданию, осуществленному Дженкинсом Уэстерником, мы к этим авторам много раз будем возвращаться, составляет 163 письма. По словам известного советского значит, византолога Любарского, именно они являются основной частью наследия названного патриарха. Вот сейчас вы перед собой видите ссылку, чтобы я это все не зачитывал. Сочинения патриарха Константинопольского были изданы в серии «Corpus Fontium Historiae Byzantinae», выпуск 6 и 20. Значит, и как совершенно точно заметил Любарский, с завидной завистью. Вот эти два человека, Дженкинс и Уэстерник, не поленились, собрали все рукописи и так далее, свели эти рукописи и издали прекрасный двухтомник, правда, с перерывом 8 лет. И, собственно говоря, современные исследователи пользуются, когда ссылаются на труды патриарха, названного патриарха, работами исключительно вот этих авторов, которые вы сейчас видите. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь, значит, следующий, я уже это процитировал. Относительно писем святого Николая Мистика, это его основная часть наследия. Остальные сочинения, они тоже очень значимы, но все-таки письма составляют главную часть его наследия. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас вы видите рукописи. Прежде чем мы можем цитировать то или иное письмо, мы должны быть уверены, что это принадлежит названному патриарху, поэтому требуется критическое издание. И современная наука, по крайней мере европейская наука, она пользуется исключительно критическими изданиями текстов. К сожалению, на постсоветском пространстве есть у нас проблемы в этом отношении. Иногда люди цитируют то или иное сочинение, а оно вообще может быть не принадлежать этому автору. Так вот, как отмечают Дженкинс и Уэстерник, существует только одна рукопись самостоятельная, содержащая коллекцию писем святого Николая Мистика. Это из греческого острова Патмос, Патмос 178. Значит, эта коллекция составляет 166 писем. Видите, установлено, что ему принадлежат 163, а в этой коллекции мы имеем еще дополнительно 3 письма. Значит, теперь рукопись датируется X-XI веками. Отдельные случайные письма обнаружены в 3 разных эпистолографических коллекциях. Я не буду их перечислять, вы здесь видите, это коллекция собрания Венская, Патмос, Ватиканские рукописи и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Первое полное издание собрания писем святого Николая Мистика из рукописи как раз Патмоса, он хранится в Ватикане, было осуществлено кардиналом Анджелом Майем в 1844 году. Это издание было перепечатано, такая характеристика очень интересная, которую дают Дженкинс и Уэстерник, с бесполезным переводом. Речь идет о переводе на латинский язык. В 1863 году известным аббатом Минем в 111 томе его «Патрология грека». Это очень известное собрание из 160, кажется, греческих отцов томов. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь по поводу критического издания. Вот в 1973 году в Думбарг-Олкс, это ведущий центр исследований византинистики, это находится под Вашингтоном, вышло первое критическое издание, которое как раз было подготовлено Дженкинсом и Уэстерником. Как отмечают вышеназванные исследователи, сопоставление рукописи для подготовленного текста было сделано на основе фотографии и фильмографии, потому что когда они работали, не было ни интернета и современных технологий, которые были предоставлены очень известным центром, Институтом изучения истории текста в Париже. Вот на основе этих всех материалов они осуществили критическое издание. Следующий, пожалуйста, слайд. Теперь очень кратко скажу вам, поскольку мы с вами в данном случае используем русский язык, и чаще всего в своих научных работах, конечно, к сожалению, переводов 2 этих томов на русский язык у нас нет. Вот. Есть перевод на английский язык.
в том числе текстов писем и так далее, в составе вот этого английского издания в Вашингтоне. Так вот, но у нас есть установлено, что, например, Григорович еще в дореволюционное время переводил несколько писем. Дальше известный византолог Васильев в его известной работе «Византия и арабы», значит, 1902 год, Петроград, опубликовал 2 письма. Но к сказанному, это нам сообщают Дженкинс и Уэстерник, к сказанному добавлю, что в ходе как раз подготовки статьи для сборника, который будет выходить здесь, значит, сборника нашей конференции, я выяснил, что есть очень неплохие переводы отдельных писем в составе такой статьи Николай Мистик, патриарх Константинопольский, автор, к сожалению, не указан, опубликован в 1861 году в прибавлениях к изданию «Творений святых отцов» в русском переводе. К сожалению, большинство исследователей не знают вот этой большой статьи. Она очень интересна, хотя в отдельных своих положениях, безусловно, она устарела. Дальше мы имеем, значит, в 90-х годах 20 века старший научный сотрудник Института востоковедения Ран Смагина перевела на русский язык статью «Авазгия из словаря по ранней средневековой истории Восточной Европы». Это Висбаден, 1979 год. И вот там приведены краткие варианты писем как раз Николая Мистика абхазским царям, и она перевела их на русский язык. К сожалению, эта работа Смагиной еще не опубликована. Дальше, в 2003 году, я думаю, вы эту работу фундаментальную знаете, Августи Алимань, Аланы в древних и средневековых письменных источниках. Там тоже даются отдельные переводы нескольких писем. Вы на экранах своих видите, если кого-то интересует, какие именно конкретные письма. Они здесь есть, и потом они будут в публикации. И, наконец, Андрей Юрьевич Виноградов. Он тоже, значит, приводит из аланского досье вот 5 писем, отдельные переводы отдельных фрагментов. Но, к сожалению, еще раз повторяю, значит, полного перевода не только сочинений, но и писем у нас до сегодняшнего дня нет. Вот здесь есть молодые люди, которые обучаются в университете. Здесь было бы хорошо, если бы вы этим занялись бы, по крайней мере, если не 163 письма, но, по крайней мере, аланское досье, которое составляет порядка 10 писем, было бы очень интересно, это был бы огромный вклад в историческую науку. Дальше следующий слайд, пожалуйста. Теперь хронология. Датировка этих писем – сложнейшая тема, сейчас я не буду обо всем этом говорить. Замечу, что значит, этой тематике посвящены несколько важных работ западных исследователей. Например, отец Винанс Грюмель, он сделал очень многое в этом отношении, в его знаменитой, значит, регестре акты Константинопольского патриарха. Дальше есть еще один исследователь Карлен Хейтер. Он же, кстати сказать, издал жизнеописание Фимия, критическое издание, которое очень важный источник по жизнеописанию патриарха Николая. Дальше Дженкинс и Уэстерник, безусловно, в введении к своей публикации двухтомника. Ну и, наконец, вышла в 19 году работа Белецкого, Виноградова «История искусства христианской Алании», в котором Андрей Юрьевич Виноградов как раз рассматривает хронологию отдельных писем из аланского досье. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь относительно писем к абхазским царям. Из 163 писем Константинопольского патриарха святого Николая Мистика 3 адресованы абхазским царям. Их нумерация в критическом издании писем 46, 51 и 162. В 2 из них, письма 46 и 51, речь идет о христианизации алан и о той помощи, которую оказывали правители Абхазии в этом деле. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, письмо 46 Дженкинс Уэстерник датирует 916-917 годами, Виноградов 922 годом. Сейчас я не буду вдаваться в эту дискуссию, каким именно годом датируется это письмо. Это все будет в моей статье. Озаглавлено следующим образом. То и перефестато ке и гапимену имон йо, тон периодоксо эксусиасти авазгиас, то есть высочайшему и возлюбленному нашему сыну, преславному властителю, эксусиасту Абазги. Речь идет об абхазском царе Георгии II. Письмо начинается со слов сочувствия в адрес правителя Абхазии в связи с кончиной его отца
абхазского царя Константина III. Дальше он пишет следующее. Тут византийская, конечно, риторика, без этого не обойтись. Да, Любарский даже называл это византийский оппортунизм. Да, такой термин он использовал. То есть такая, для того, чтобы вовлечь кого-то в то нужное дело, все это начиналось с красивых очень вступлений, многословных вступлений. «Уходом от нас, твоего блаженного отца, сын мой, мы опечалены. Тем более, памятуя, каков был твой отец, который все и славили, и восхищались им. И все же нашу печаль смягчает то, что промысел Божий благоволил тебе кровному отпрыску и плоду семени его принять начало власти и явиться всему народу как некий образ вместо ушедшего из этой бренной жизни». Следующий слайд. Не нужно, пожалуйста, не нужно. Далее следует молитвенное пожелание, и затем сообщается о том, что патриарх посылает абхазскому царю плащ. Исследователи, отдельные исследователи полагают, что, возможно, это возведение в сан магистра. Но у нас таких конкретных данных, по крайней мере, нету. И, наконец, в завершении письма святой Николай Мистик благодарит правителя Абхазии за содействие архиепископу Алании. Речь идет о первом архиепископе Алании Петре. Об архиепископе Алании, цитирую: «Дитя мое, мне написать нечего. Во всяком случае ты будешь помогать ему и содействовать в его трудах. И если он в этом племени, в чужой земле, нуждается в чем-либо необходимом и в каких-нибудь жизненных удобствах, с готовностью предоставь ему это, и Бог укрепит тебя». Значит, вот это письмо, которое сейчас вы видите, я его перевел целиком, полностью с критического издания на абхазский язык, поэтому абхазские исследователи имеют, по крайней мере, абхазский перевод целиком вот этого письма. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь письмо 51. Значит, это, простите, вы видите полный текст, греческий текст этого письма. Следующий слайд. 46-го письма. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь письмо 51. Дженкинс и Уэстерник датируют его 914-916. Никто это не оспаривает, по крайней мере. Озаглавлено «Тон переева к эксусиасти Авазгиес, преславному властителю ксисиасту Абазги». Письмо начинается, значит, со слов похвалы в адрес правителя Абхазии, которого святой Николай Мистик называет человеком Божиим. «Отофеу анфропе». Христианское благочестие Константина III побудило патриарха полюбить его как сына и начать с ним переписку. И далее он пишет: «Свидетельство благочестия, твое вдохновенное усердие, которое ты явил и являешь в деле приобщения к истине народа аланов, мы же от разных сведущих людей узнали о твоих успехах, что ты с Божьей помощью много заботился о просвещении правителя Алании». Он его называет «Ис Аланиас Архундас», в отличие от правителя Абхазии, которого он называет «Эксусиастис Авазгиес», и тех, кто с ним сподобился святого крещения. Конец цитаты. Далее в письме идет, значит, снова молитвенное пожелание и так далее. И в завершении письма он снова возвращается к архиепископу Алании, говорит о том, что уверяет правителя Абхазии, что если тот и в дальнейшем будет оказывать ему всяческую поддержку и помощь, то эта награда не в меньшей степени будет, чем предшествующие его труды. Это награда за его труды. Теперь следующее письмо, пожалуйста. Письмо, это вы видите оригинал, значит, письмо 51 на греческом языке. Следующий слайд. Письмо 162. Дженкинс и Уэстерник датируют его предположительно 924-925 годом. С датировкой этого письма тоже масса проблем. В заглавии письма, в отличие от двух предшествующих, мы имеем указание имени адресата: Георгу Эксусиасти Авазгиес, властителю Эксусиасту Абазги Георгию, то есть речь идет об абхазском царе Георгии II. Письмо также начинается с общих суждений святого Николая Мистика о том, что благородные люди, и особенно тем, которым Бог даровал власть, должны превосходить остальных добродетелей, украшать душевными сияниями. Потом патриарх говорит, что таковым, как он слышит, является правитель Абхазии, которого он называет «дитя мое», Текнон Имон. Далее следует молитвенное обращение, и в завершение он пишет следующее.
А что ты пишешь о болгарах? Эта фраза означает, что и абхазские цари в том числе писали, к сожалению, эти письма не дошли. Говорит в завершении письма: «То не знают, то это наказание Божие, злая вражда длится, и благой мир не приходит. А ты, дитя наше, по царскому достоинству и обычаю храни чистоту дружбы, будь готов к союзу в войне, если настанет необходимость, все требуемое исполни, как великодушный друг, дабы и здесь проявилась твоя добродетель и верность дружбе». Речь идет о дружбе с Византийской империей. Следующий слайд, пожалуйста. Это текст этого письма. Следующий слайд. И, наконец, наши выводы. Из вышерассмотренных 3 писем Константинопольского патриарха святого Николая Мистика мы узнаем, что в первой четверти X века абхазские цари, эксусиасты абазги, Константин III, его сын Георгий II, оказывали всяческое содействие в деле обращения алан в христианство. Они помогали всеми своими возможностями первому архиепископу Алании Петру, а возможностей к описанному периоду у абхазских царей было немало. Этот церковный иерарх был рукоположен в начале 914 года в Константинополе и в феврале того же года выехал из столицы Византийской империи в Аланию. Речь идет об архиепископе Алании Петре. Маршрут архиепископа Алании Петра пролегал через территорию средневекового Абхазского царства, где ему абхазский царь Константин III оказал подобающее гостеприимство, проявил внимание и заботу о нем, за что получил благодарственное письмо от Константинопольского патриарха. Очевидно, что по этому маршруту в Аланию и обратно из нее двигались и другие христианские миссионеры, вот сегодня их упоминали, в том числе игумен Ефимий, настоятель одного из монастырей Олимпа Вифинского, о которых речь идет в нескольких других письмах святого Николая Мистика. Абхазский царь Константин III сыграл непосредственную роль и в просвещении самого правителя Алании, и всех тех, кто принял святое крещение с ним. По крайней мере, так нам сообщает само письмо святого Николая к названному абхазскому царю, потому что, я говорю по крайней мере, потому что есть исследователи, которые сомневаются в этом, в таком деянии Константина III. Все вышеуказанные деяния правителя Абхазии Константина III и Георгия II были расценены главным иерархом Византийской церкви как показатели христианского благочестия и доброделания. Обращение святого Николая Мистика к абхазским царям «дети мои», помимо риторического употребления, говорит, что он чувствовал себя в отношении последних в роли духовного отца-наставника. Как следует из содержания 3-го письма святого Николая Мистика, и сами абхазские цари тоже писали названному Константинопольскому патриарху. К сожалению, из писем, равно как и послание первого архиепископа Алании Петра святому Николаю Мистику, до нас не дошли. Благодарю вас за внимание.